Фуги возвратил в государственную собственность рынок Дыйкан, известный под названием Сарыөзөн. Сегодня съемочная группа «Кактус Медиа» приехала сюда, чтобы узнать цены на фрукты и овощи для зимней заготовки. Помидор 20 сом. Киласы болды. Эмили 18 сом емес беле байке? 18 оптом да. 20 розница. Баклажан бүгін 15 сом болды. Болгарский 15 оптам. Жашылы. 20 розница. Қызыл кішкене қымбатырақ жүреді да 5 сом. 20 сомдан. 5 сом айырма береді да розница мен оп. Полугорки күніге түшіп атат балар. Көгі 20, нарқысы 23 сом болады бүгін. Огонек 65 сом бүгін. Бадранды 18 сомдан болды. Розница 25-23. Морковка арзандады. 30. Морковка қанша болды? 30 сом болды. Розницасы, а? 35 розница. Арзан болады да, конечно. Арзанырақ болады. Потому что бұл жаққа деген дыйқандар өздері алып келішеді товарына. Дыйқандар өстірген товарын өздері алып келіп, өздері сатышады да. Поэтому бұл жақ, конечно, автоматически арзан болады. Бирок Ош базары бізден арзан жүреді. Анткени Ош базар уже экинчи сортқа жақын товарларды алып арзан. Уже мусорға айланып бараткан товарларды алып, ошолорду түртөт да Ош базары. Поэтому Ош базары ең арзан болады. Основными покупателями рынка Дыйкан являются люди, которые имеют торговые точки внутри города. Они здесь закупают оптом фрукты и овощи и продают в розницу у себя в торговых точках. Также встречаются люди, которые покупают фрукты и овощи в розницу, но их очень мало, потому что рынок находится вдали от города, и сюда ехать не очень выгодно, если вы едете, допустим, за 5 килограммами помидоров. А если вот нужно побольше овощей и фруктов для заготовок или для какого-то большого мероприятия, то, естественно, стоит сюда приехать и сэкономить немного денег. 100 сом, был 90 доны, а вот этот тоже 90. А этот красный 120. Самый дорогой по 120 оказывается, да? Чеснок, если такой будете в розницу брать, то он где-то будет стоить 110 сом. Мы узнали стоимость чеснока. Здесь он стоит по-разному. Все зависит от партии, когда его завезли, и от размеров. То есть, если он поменьше, стоит меньше, соответственно, крупный чеснок стоит подороже. Күніге ойнойды бағалар. Күніге если завал болса, допустим, бір продукция көп шықса, бағалар автоматически түшеді. Жоқ болу атса, дыйқандар байқап тұрып, көтеріп алышады бағаны. Государство, оно у нас как бы остро нуждается сейчас в деньгах, и оно будет всеми возможными способами отсюда их выбивать. Соответственно, дыйқандар, христиане, они будут от этого страдать. Налоги поднимутся. Я думаю, это отразится негативно на ценах, на общем уровне базара. Я думаю, это негативно будет отражаться. Бізге ешқандай разница бере жоқ.